көрерменler, Kerovatlılar Kalaslar Uygurlar Tortiliziyatki Sözler Podcast'ın növbetlik saniye ve bugün sizler bilen Şahmizler Aziz kızı ve Şahzat Asım ve bugün bizim mehmanda Tonya hem Dinara. Nait barşalımız, hoş geldiniz bizim hoşçakalınız. Hürmetli kadirden bizden mehmanlar. Biz özümüzün ananımızga muvafiq birinchi deb ketaylik. Nima uchun biz sizlarni tanlab edib chaqirdik? Ну, во-первых, потому что это мои землячки, да, Уйгурский район. Yeni çeyrek kitap arı tutuplar. Во-первых, это потому что свои люди. Во-вторых, опять же, мы сотрудничаем с блогерами, потому что это люди, которые ближе всего к народу. Это, получается, они сегодня заменяют нам многих специалистов, тех же пиарщиков, там, тем более в такой местности, как Чжунжа, и тем более в такой ограниченной, скажем так, аудитории, как уйгуры. Нас не так много в Казахстане, ну как, 300 тысяч, да, и на 300 тысяч, получается, у нас приходится не так много блогеров. И среди них те, кто прям вот попался под наш взор, это вы, получается. Olay bölüm çıkalım yani. Sizlerden Erizan'a doğru kısa sözler versin. Ну, что рассказать? Вообще, если честно, я свой голос ненавидела в школьные времена. Не знаю почему, я думала, что он у меня хриплый. Все говорили, типа, накуренный голос. Это было где-то, наверное, в лет 12, когда дома у нас появился караоке. Это вот диск, микрофон с проводом. И тогда я поняла, что я умею петь. Первая, кстати, кто меня поддержала, это вот была Динара. Тогда же не было тогда не было ни Инстаграма, ни ТикТока. Нас двоих именно позвали. Да, потому что тогда был только ВК. Я закидывала одно видео, где в спортзале я пела, и она говорит, вот классно, еще Чунжа Центр, ну, какая-то группа, помнишь? МТС Чунжа. Он был Миллион плюс сторис, весь можно было. Да, там он был самый такой популярный. Туда закинули видео, и там за сутки 100 комментариев, и она была вот первая, кто меня поддержал. Я еще была ярким комментатором. Я помню. Все мои видео она прям поддерживала, мне это было приятно. И, наверное, это было толчком. Может, если бы она не поддержала, может бы я перестала бы снимать, наверное. И вот, на то время, если честно, такого не было. Ни блогерства, никто не снимал. Я такая девчонка, которая, ну, не стеснялась. Я снимала на себя в разных видах и танцы, и пела. Я тогда училась в Академии моды Симбар. И тогда я только раскрылась. В школе такого не было. Я ждала, что петь в школе такого не было. В колледже я раскрылась, я пела на всех мероприятиях, 1 сентября. И вот, потом пошло-поехало Инстаграм, 10 тысяч первые подписчики, это прям такой вау был на то время, да, первая эйфория. Тогда еще не было такой рекламы, да, не было. И вот так я пошло-поехала. И это сейчас чуть приостановилось, когда я уже вышла замуж, родила детей и стала все реже появляться. Но сейчас есть желание, чтобы начать снова петь и уже на эстраде, надеюсь. Всем ассаламу алейкум, во-первых. Меня зовут Анна Динара. Сферу блогинга я, получается, начала вот как раз таки после свадьбы, когда бум прям произошел, меня начали закидывать всякие паблики, вот этот Tap Smash был же. А до этого я всегда была популярна в Инстаграме, ну, популярна, говорю. Нет, не материале, кстати. Нет, в смысле, активно, да, вот, комментировала, в всяких пабликах была активна, да, комментировала, вот мои комментарии постоянно залетали, шутила, да. Ну, бум произошел после свадьбы. Вот песня вот залетела, подписчики стали набираться и так далее. Но я не скрою, что я потом уже после свадьбы снимала свою килинскую жизнь, получается. Я не скрою, что я участвовала в гивах тоже. Таким образом я набрала подписчиков. Подписчики у меня остались, потому что я, наверное, интересна людям. Ну, в основном же после гивов подписываются, но значит, я думаю, я интересна людям, по сей день заказывают рекламу и так далее. Насчет, кстати, рекламы я очень всегда боялась вот, брать деньги, да. Опять же, вот благодаря Тоне, она меня теперь поддерживает в этот раз, да. Идея позвать вас вместе, если честно, пришла не сразу. Да. Помните, Да. вы, то ли был какой-то сторис, где вы писали, что вы знакомы еще учились в одной школе, знакомы со школьных времен. Только со школы, с детства. Наши мамы же на базаре вместе сидели. Кстати, еще. да. Да? И
мы постоянно виделись. И она, ну, вообще с детства пойти крутая была. Она так вот проходила, знаете, возле нашего магазина. И всегда внимание было на нее, потому что у нее был такой своеобразный стиль. И по сей день даже многие тебе пишут, что нравится стиль. Вы, получается, обе сейчас замужем, у вас семья, дети. И я хотела спросить, у вас семья, в которую вы пришли, семья, в которой вы были до замужества, они не против сферы блогинга? То есть, если сформулировать, то Ну, каково мне кажется, отношение да, вашей да. новой семьи к вашей сфере? Давайте я начну. Ну, вначале, ну, типа, не так относились, я сама стеснялась кого-то снимать. Я люблю вот уединяться, сама себя снимать, только себя. Я могу спрятать камеру и снимать вообще. Но иногда, вот, допустим, свекровка скажет, типа, ой, не снимай меня, но я могу вот так стихаря снять и закинуть. Макияж, потом, да, вот макияж реально. А потом на следующий день приходит с работы, типа, говорит, Эйзамина, чуть отцел, ой, чем я вот так можно сказать. А так, моя семья очень хорошо относится к этому, всегда меня поддерживают. Раз ничего не говорят, я думаю, значит, они меня поддерживают. Это что вы всегда поддерживаете. Свою маму хочу поблагодарить, да, пользуясь случаем, да, что она меня всегда поддерживает, говорит, давай, топи, дальше, больше. И мой муж всегда вот за, давай, сейчас тоже на интервью отправил, типа, давай, удачи тебе, будь проще, будь искренна, как есть чайин, камера, говорит. Вообще в начале у меня, наверное, подписчиков было бы больше. Я только как замуж вышла, муж половину мужского пола просто заблокировал. У меня там остались только подруги, там их мужья, родственники и все такое. Вначале он был как-то странно к этому относился, потом уже привык, сейчас уже все, когда что-то к нам привозят, допустим, на рекламу, он снимает, я вся сижу, или еда надо как-то красиво налить, он давай вот так, уже это нормально. А со свекровкой, ну, у меня она очень добрая. Я ей говорю, своя почему семья? это? Моя мама, ну, они наоборот, она только за, давай, и она как-то гордая, же вот, да, моя. Рахмет, қадірлі Кюратның айына білетімін санасамыз, Қазақстан ұйғырлар тор телевизиясыдегі сөзлер подкасты бүгініміздің ішкен санымыз, һәм бүгініміз мейманы әджайым Тоня ханым белән Динара ханым мейман келіп отырды, шундый чыраулы келіп отырды. Кюратның рахмет, мушканымызда әгеше булай қойып, комментарий спичный. И еще один вопрос, наверное, у вас получается по поводу Ардахкызы, вы, получается, этническая казашка, да? Да, я по крови казашка, у меня получается папа казах, мама уйгурка. Но я росла, получается, по-уйгурски всегда так говорю, потому что я горжусь, что я казашка, но уйгуров очень люблю. Я люблю уйгурскую свадьбу, ходить на уйгурские свадьбы, по-уйгурски танцевать, короче, все люблю, уважаю. Я говорю, не бывает плохой нации, бывают плохие люди, короче. Вот эту цитату нужно заместить в золотой цитатник. Ваш источник дохода основной это блогинг или все-таки? Ну, лично у меня блогинг это так, заработок, да, такой, что Чай тузға. чай тузга, Юзана капризларымға. А так в основном доход это вот моя работа, да. У меня основной доход, конечно же, ресницы. До этого я работала в войсковой части фармацевтом. Получается, сейчас я в декрете. Основной доход реснички сейчас пока. Иногда так на работе сидишь, ставишься подъезд, и что там тебе надо что-то как-то Готовы? Аппетит на вот это, там игры какие-то тут съебашься. Но получается, главное не лениться и попробовать себя во всем. То есть это тоже победа. Так, здесь у меня возникает еще один вопрос. Я помню, что вы отучались на ямочки и уши. Да. Почему вы перестали? Или на это нет спроса? Вообще-то спрос есть по сей день. Просто, получается, я же родила вторую дочку, Шукушамвадыкин. Уже, получается, я же вот по ресничкам постоянно повышаюсь и уверен в себе был. Человек постоянно повышается. А блефаропластика, вот эта автопластика у меня, это тоже серьезная же работа. Да. И нужно, мне кажется, тоже повышение пройти, а потом уже продолжить время. Но тоже страх почу, я, знаете, тоже... Поэтому, пока клиент придет, боишься, когда он кроме шведский пиджак, пока закончил, у меня стресс, жизнь. Вот это чувство мне, честно говоря, не нравится.
Но если вдруг я пройду обучение, возможно, вот этот страх, может быть, пропадет. Просто я же один раз обучалась. Но я обучалась в хорошей студии, все было хорошо. Мне отлично вот это. Все, что я делаю, все отлично, девочки ходят вроде бы. Но у меня вот такой страх Но пока не уверена. Да, вот дочка Энди Чонгарах по классу может повышение проходить. Сколько может продолжить, я сама не знаю, чего я сейчас хочу пока что. Вы писали как-то пост, помню, когда вы реснички только-только начинали, вы писали пост про то, что первые инвестиции в ваши знания вроде как мама, да? Да. Мама дала. Первую свою зарплату, я помню, ей дала. Типа, Классно. знаете, типа, жизнь. Вот когда я в войсковую часть устроилась, когда я ей отдала, она прям заплакала, типа, капец, девчонки, прям гордость. Да, конечно. Со стороны ваших мужей была ли? Вот Таня рассказала, получается, то, что у нее, когда муж только не подвинись, он заблокировался мужской пол. После этого было какое-то проявление ревности? По сей день проявляется ли она в отношении именно к вашему блогу, к вашим подписчикам? Так, допустим, если сейчас Шахзад возьмет, подпишется на вас, его заблокируют, или как? Когда люди сейчас подписываются, смотрят, такого нет. А когда уже он проявляет интерес, допустим, что-нибудь напишет, сразу адрес найдет. Он такой буйный мужик, у него нет такого разобраться, я же по переписке. Потому что не он с вами договариваться пошел, да? У него нет, Энда, если там деловое предложение Да, какое-то, другое. это другое. А у вас? Чисто по факту. Что-то задумался. Ревность со стороны мужа к вашим подписчикам? Нет, вообще никогда не было. А у нас всегда друзья в шоке от наших отношений с мужем. Мы с ним ха-ха, хихи везде. И тут все, это жена так почему-то разговаривают. А мы с ним как друзья, да? Для нас это нормально. Qadrli qarindoshlar, yana bir qatmiy salomimiz Keroqman Qozog'iston Uyg'urlar to'rt televiziyasiga so'zlar podkasti va bugunimizning mehmoni ajoyib Tonya xonim bilan Dinara xonim va biz ikkinchi etapimizni boshlaymiz. Bu etapimiz было не было. Был як и помню. То есть я взаимодействую с Тоней, да? И с Тоней, извиняюсь, Шахниза взаимодействует с Динарой. И мы вам задаем определенные вопросы, то есть вы отвечаете кратко и четко. Было либо не было. То есть только Болды, два яки варианта ответа. бомбды. Болды, яки бомбды. Шкилы нусхаба. Окей. Тамам. Был роман с подписчиком? Нет. Отказывали в рекламе за личные неприязни? Да. Завидовали кому-то? Нет. Вам разбивали сердце? Нет. Часто фальшивите при пении? Ой, я не знаю, это уже вопрос к подписчикам. Хороший вопрос к подписчикам Тони. Она часто фальшивит. Разочаровывались в коллегах? Нет такого, ну пока еще не было. А было желание бросить блог? Нет. Хотели переехать из страны? Подражали или повторяли за ним? Не договаривали при каких-то обстоятельствах, случаях? Бывало ли такое? Да. Я в лапке ема. Остальное было уже. Я в каком плане? Да, я тоже что-то не Я- Мала. Это ведь от мужа Да, уходит? да. Нет. Я думала, гости такие, типа, я мама. А, я. Вот это срежьте. Она говорит, постоянно. Найди тебе квартиру. Мэм, создайте такой. Я была не. Я могу это постоянно. Мужской эмоции разные. Обижались на свою свекровь? Ой, нет. А была личная неприязнь кому-то из уйгурских блогеров? Или есть ли? Нет. А рекламировали то, в чем сами не уверены? Да. Болели звездной болезнью? Нет. Хорошо, на этом мои вопросы закончились. Большое комплимент Тоне за честные ответы. Рекламировали то, что сами никогда не пробовали. Работали по бартеру. Врали своим подписчикам. Врали родителям. Нет. Врали своему супругу. Врете нам сейчас? Я мала пьему. Смысл уходите, да? Я Грубили свекровки. Брутал. Вам на самом деле... Бруталан по-любому. Вам на самом деле не нравилось то, что вы сами рекламировали. Нет. Сплетничали о коллегах. Ну, любой рядом с физической. Ну, именно о коллегах. О коллегах? Нет, вроде бы. Ну, может быть, да. Повторяли за кем-то. За звездами, да. А кто-то повторял за вами? По сей день скажи. Постоянно. Да. Был конфликт с подписчиком. Может быть, было. Улыбались в лицо человеку, который вам неприятен. Да. А было стыдно за то, что вы сделали. Да. Были неудачные работы. В
Вначале, да. Льстили кому-то? Я хыялакчан кылмайм. Давай создавай. Прошло интересно было. Заставлял меня. En kızık momentimiz geldi ya, annem uçu soğanlar. Kayak yamalanmadım. Kayak varsa. Исыл, хотели переехать из страны Центадданс. Неге, Вообще, я бы хотела бы не прям переехать, а хотя бы пожить там где-нибудь в Швеции или в Турции. Чтобы просто увидеть, какие там, как там вообще жить. Не знаю, мне нравится еда в Турции. Не знаю, мне кажется, нравится. Да. Красиво накрывают, все продукты намного, есть выбор больше, чем у нас, например. Также в Alif Швеции. Kulan Brıtal'da bizi. Банана, клубника. Или в Швеции, да, например. В Швеции, говорят, уйгуры тоже проживают, и там много, например, у нас был родственник со стороны мужа уже. Да. Покушайте. Или Корея, например. Раменная. Отказывали в рекламе из-за личной неприязни. Был случай, когда, например, и по сей день бывают такие случаи, когда у тебя спрашивают, сколько стоит реклама, потом бывает пропадают на неделю, мне кажется, такое бывает тоже. На неделю пропадает, потом на через неделю пишет, вот я сегодня товар получила, я вот сегодня отправлю, типа такого. Потом опять 2 дня пропадает, и все, когда она мне говорит, можно адрес, я уже не принимаю. Потому что это уже человек не конкретно, если она неделю так тянула, может быть такое, что я сейчас порекомендую, кто-то закажет у нее, и она будет так тянуть, да? И все равно Серьезно? посоветовала я, и сайт попал туда, а так прям, мне твое лицо не нравится, я у тебя не закажу, нет, такого не было. Я такая смысленная. И мои вопросы. Так. Капец. Где вы грумили? Қандақтан тылабат тұрыз қайда тұрызды? Немді дамызат. Расымен мақұл, прям құлап мақұл кетпейміз. Иногда вот. Ну, пляп, вот нақтылап қойыңыз. Взгляд, ты мясом дохла, взгляд какой-то. Типа вот, допустим, ну, элементарно там, ну, почему моя появится, Анды Алмавазов, типа, вот так можно. Ну, Анды, что? Часто я просто к своей свекровке отношусь как к своей маме, потому что к близким людям я, оказывается, такая, что купить реклама, потому что знаю, что они никуда не денутся, дегенде чем я, ертең көрген үшін ешқандай сөзді айтып қалмаймын. Yaxshi, shunday ikkinchi etapimizni tugadi. Bizdan umumiy savollarimizdan nihoyat rostchil, nihoyat qiziq javob berib berdik. Развернуто ответили. Спасибо вам большое. Arkadaşlar, So'zlar podkastimizdan 3-etapini boshlaymiz va menimcha o'sha 3-etapimizdan ko'rilmalarimiz eng mutaxassislaringiz bo'ladi. Chunki bu albatta bizda o'yin Çaynek. Ha? Çaynek. Ha? Çaynek. Çayxana? Çaynek. Çayna? Çay. Çaynek. Çaynek? Kın. Apa. Погодите, погодите. Kın apa. Kın. Читай болма. Kın apa. Kanaba? Oo. Nasıl? Kınap seni yaşırdık ya. Gıybet. Dima? Gıybet. Gıybet. Evet. Учу. Gıybet. Evet. Sınav biraz düşünç kurumuzda oldu. По губам читать. Navi? İslam. Yaxşı. Bizden Dinara Hanım 3 sözün 3'ünü tapdı. İslam. Dinara Hanım'a cevap veriyor. Buyurun. Piyala. Piyala. Пиала. Ого. Где это произошло? У нее губы четко говорит. Кстати, да. У нее губы. Çömüş. Çömş. Çömş. Çömüş. Kulak. Çömüş. Гомич. Kılın Повторяй. Çömüş. Çörük. Müş. Çörek. Çeyrek. Çömüş. Çömüş. Kirpik. Oha, прям так. Kirpik. Nerede anlatırsın?
Да? Да? Ты слышала? Нет, ты вот так кырпык сказала. Да. Да, вот я поняла, что это кырпык. На этом наш третий этап заканчивается. Oyunun şurada kızı yaptım size. Ой, Алимент. Очень. А, Расслабились прям. А то вначале переживала. И сейчас место последнего этапа, место пожеланий нам. Сегодня же в Казахстане отмечается День благодарности. Мы бы хотели провести небольшой такой еще один интерактив. Мы бы хотели, чтобы вы набрали вашим мамам и поблагодарили их за то, что они есть. Алло? Мам, ты что, спала? Сегодня как день благодарности. И я хотела тебя поблагодарить за все, и я тебя люблю. Апа? Уктуат мынамысыз? Şu bugün siz звонить koyup rahmet de koy degan qo'yim nima uchun? Shu rahmet de qo'y deb yaxshi ko'rmasin deb звонить qilgandim. Mayli, потом звонить qilmay sizga. Давайте. Meni qaynopam yomon простой xotin-da, что? Ona deydi ayolini nafisdan. Ayol? Ayol. Сама ответила, да? Meni qaynopam что простой ayol. Поэтому у нас такое простое общение. Алло, апа, привет, как дела? 1 марта. Я хочу тебя поздравить с праздником весны и хочу сказать спасибо тебе за все, что ты есть. Я тебя очень-очень люблю. Давай, так. А комплимент чем был? Мам, хочу поздравить сегодня с праздником весны и сказать вам спасибо вам большое за вашу поддержку. Не каждая конопашка так будет поддерживать. Я вас очень люблю, хоть и редко говорю вам об этом. Вот. Хайнапашки наших блогеров. Мы вас тоже очень сильно ценим, любим, потому И что... благодарим. Да, потому что вы даете толчок не только развитию ваших невесток, но и в целом казахстанской, уйгурской среде, потому что блогинг — это то, что сейчас необходимо нам развивать, это требование времени. И на этом пришло время попрощаться. С вами были... Жасан Асым ve Şahmizden Aziz Kızı. Nəhayət ki, rəhmət bugünkü videomuzu görüp əydinlağa. Bu videomuza imkaz izlep, like koyup kanalımıza əgişini unutmalar. Ve bugünkü mehmanı boğan acayip güzel, çıraylı ve şunda blogerlik sferdeki bizden yaşlarımızda ülgü boğattan Tonya Hanım'dan Dinara Hanım. Nəhayət sizlərə rəhmət ki, əydinlağa. Ve sizlərə faqatla amalıqlarını faqatla sağlıqlayınız. Hem bugün bağ boğunluğa. Быстрее прощаться, что не хочется Да. прощаться, да? Я уже так при... И тогда? Ой. Сейчас раньше пошел. Это его Я хочу с ним спеть. свой комфортно. Да, Мне я вообще уже комфортнее расслабилась. всех. Ha, Даже по мне заметно. Da. Şimdi yamala gitmedi yolunu bırakıp